Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В России 23 января отмечается День сотрудников дознания МЧС. В чем заключается функция дознания у Государственного пожарного надзора? Такова тема нашей беседы на сегодня. Гости у нас в студии: Надежда Петрова, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Саха. Надежда Ивановна, здравствуйте. Да, доброе утро. В первую очередь, позвольте поздравить вас с профессиональным праздником. Да, и расскажите, пожалуйста, как вообще была создана служба органов дознания Госпожнадзора? Функция дознания у органов государственного пожарного надзора возникла ровно 96 лет тому назад. Это 23 января 1928 года. С тех пор именно тогда мы наделены полномочиями самостоятельно проводить дознание по делам о нарушениях требований пожарной безопасности. Появляется новая должность пожарный дознаватель. И с тех пор, после уже работы огнеборцев наших, уже приступает сотрудник органа дознания, уже с ручкой, с блокнотом, с бланками. Также в последнее время мы используем в работе переносные криминалистические лаборатории, так называемые. Скажите, а если брать статистику за прошедший 23-й год, какие данными мы владеем, располагаем? Вообще у нас, если брать общую статистику, то за каждый год в нашей республике происходит порядка 2000 пожаров. Это прям ежегодно. К сожалению, в огне у нас погибают люди, дети. Это порядка 60-70 людей погибают, в том числе порядка 10 детей бывает каждый год, к сожалению. Да, а вот чем занимаются специалисты органов дознания МЧС? Вообще специалист органов дознания, прежде всего, в смысле задачи, задачи органов дознания, прежде всего, это установить причину пожара, установить людей, виновных в возникновении пожаров, но, соответственно, привлечь виновных к ответственности. У нас есть два вида ответственности: уголовная и административная. Вообще, если кратко сказать, по расследованию уголовных дел, связанных с пожарами, то это достаточно сложное направление в расследовании всех преступлений, потому что в результате пожаров уничтожается огнем следы, какие-либо, первоначальная обстановка разрушается, уничтожаются огнем в результате пожара улики, какие-либо вещественные доказательства. Поэтому расследовать уголовные дела, связанные с пожарами, имеют определенные сложности. А вот если говорить о дознаниях, на первом месте какая причина, основное возникновение пожаров? Неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнем, что? Неосторожное обращение с огнем, также нарушение, аварийный процесс электрооборудования. Люди неосторожно обращаются с огнем при курении, то есть засыпают или же оставляют включенными электрооборудование, плиты и так далее, особенно в зимний период времени. Вот в таком случае какими профессиональными навыками должен обладать дознаватель МЧС? Дознаватель МЧС прежде всего должен уметь работать в коллективе. Разумеется, это ответственность, исполнительность, трудолюбие, разумеется, дисциплина должна быть. Также непременно дознаватель должен быть выдержанным психологически, морально, физически, потому что вообще дознавателям на местах, на месте пожара приходится работать с людьми, которые пережили, точнее переживают, находятся в состоянии большого стресса на фоне того, что у людей люди теряют близких родственников на пожарах, или же остаются без крыши над головой. Все, что нажито людьми непосильным трудом, они в одночасье теряют. Соответственно, у всех у нас кредиты, все живем в ипотеку, и в одночасье это все теряется, и люди, разумеется, выплескивают эмоции, и эмоции эти негативные. Поэтому дознаватель должен быть прежде всего морально устойчивым сотрудником.
вот моральная устойчивость — это, конечно, прежде всего, но при этом надо иметь чувство сострадания все-таки, да, потому что у людей, люди переживают, вот как я уже сказала, большой стресс. Людям как-то, может быть, где-то и промолчать надо, может быть, где-то поддержать словами, да, какими-то нужными. В общем, необходимо поддерживать людей, потерпевших в столь трудное время, которое испытывает их судьба вот, пожаром. Надежда Ивановна, вот вы сказали, что иногда при процессе дознания случается так, что какие-то улики или возможные причины возникновения пожара исчезают, и установить первопричину возгорания невозможно. Вот в таком случае какой еще деятельностью занимается орган дознания? Ведь это же не основывается только на личных умозаключениях специалиста. Видимо, проходят какие-то экспертизы. Да, разумеется, мы назначаем, устанавливают причину. Мы должны сделать все для того, чтобы установить причину, собрать первоначальную процессуальную проверку. Мы должны грамотно все собрать. И мы уже назначаем в испытательно-пожарную лабораторию. У нас есть, в нашей республике есть пожарная лаборатория, которая занимается техническими заключениями по установлению причин пожаров. Эти материалы мы направляем им, значит, для производства. А сколько подразделений существует в Главном управлении МЧС по нашей республике? Ну, в нашей республике у нас вообще всего 37 территориальных подразделений. В них, кроме начальников надзорной деятельности этих подразделений, проходит службу 38 дознавателей. Получается, у нас по республике всего 38 дознавателей? Да. А как можно стать дознавателем? Ну, дознавателем, чтобы стать дознавателем, в целом необходимо профильное образование МЧС. Да? Подобные заведения у нас существуют в городе Москве, в Санкт-Петербурге, в Иваново есть, в Екатеринбурге. Но если поближе брать, то на Дальнем Востоке это в городе Железногорске Красноярского края есть филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Но также есть и при Северо-Восточном федеральном университете нашем в городе Якутске есть горный институт по направлениям таким, как пожарная безопасность, техносферная безопасность. Вот. И здесь я добавлю, что как я уже сказала, чтобы поступить к нам на службу, прям не обязательно иметь прям профильное образование МЧС, да, там прям закончить, там, или же иметь какой-то прям опыт работы. Для того, чтобы стать дознавателем, достаточно иметь юридическое образование, да, или какое-либо техническое, причем среднеспециальное. Но при этом молодой сотрудник обязательно должен поступить в те заведения, которые я перечислила. Да, если позволите, я бы еще хотела воспользоваться случаем. Конечно. Да. И сказать, что у нас в пожарном надзоре есть несколько вакансий в дознавателей, инспекторов именно пожарной безопасности органов пожарного надзора. Но это преимущественно северные районы. Поэтому, может быть, у кого-то есть желание поступить на службу в орган пожарного надзора, то прошу для консультаций позвонить по телефонам 507-734 и 507-737. Скажите, а работа дознавателя отчасти похожа на работу судмедэксперта? Ведь там тоже надо проводить какие-то анализы и выяснять первопричину произошедшего. Ну, вообще, это как бы разные подразделения, судебная медицинская экспертиза, да, эксперты и дознаватели — это разные подразделения, но в большинстве своем они взаимосвязаны, потому что мы повсеместно связаны с тем, что, к сожалению, при пожарах люди получают травмы определенные, да, определенные ожоги разной степени, бывает там посильнее, бывает, например, и что-то уже не соприкасается с жизнью, например. Также можно травму, также при пожаре считается тот человек, который, там, например, выкурился при пожаре, да, то есть вот, там, выпрыгнул из окна, это уже считается травмированный при пожаре официально, да, и мы обязаны взять его в статистику, но при этом мы должны назначить, определить степень тяжести вреда здоровью людей, которые получили травмы. При таком случае мы назначаем судебно-медицинскую экспертизу.
Тоже, когда человек уже пострадавший заканчивает лечение, мы обязаны назначить для того, чтобы установить причину. Если же было нарушение требований пожарной безопасности, и человек получил тяжелые травмы, да, то есть это обязательно квалифицирующий признак нашего преступления, которое нам последственно, это часть 1 219 Уголовного кодекса, тогда мы уже возбуждаем уголовное дело. Надежда Ивановна, вот вы отметили, что в северных районах ощущается нехватка кадров, а в целом молодые-то охотно идут в профессию? На территории центральной республики, да, нашего центральных районов и тем более города Якутска, да, у нас нехватки, как правило, не бывает. К сожалению, у нас молодые люди не особо желают идти в северные районы, да, в наши фактические районы, хотя при этом это большая возможность, я просто сейчас тоже к молодым людям обращаюсь, большая возможность пойти по карьерной лестнице, да, то есть начинается человек, молодой сотрудник, получает образование, да, там, он начинает с севера, и уже мы стараемся, там, если сотрудник себя показывает, мы уже назначаем уже, конечно же, там, в центральные районы или же в город Якутск. Ну вот, учитывая северные условия, там, наверное, и ответственности больше, потому что другая климатическая карта. Да, там ответственности скорее больше в центральных районах Якутии, потому что есть пожароопасный сезон, где мы полностью проводим парциальную проверку по фактам природных, ландшафтных, лесных пожаров. Ну, на северах их меньше, соответственно. То есть там пожары происходят в тундре, да, там в зоне контроля так называемого. А в городе Якутске также центральных районах все-таки работы, именно службы все-таки связаны с природными пожарами в разы больше. Плюс служба на территории Крайнего Севера несет преимущество. Да, разумеется, преимущество в плане коэффициента, да, там, по заработной плате, там, работать, если работаешь, служишь, проходишь службу на севере, да, считается в этих арктических районах, то, соответственно, раньше сотрудники уходят раньше на пенсию. Да. Надежда Ивановна, вы пришли к нам сегодня в такой торжественный день. Не могу не спросить вас о том, чего вы можете пожелать своим коллегам, сотрудникам пожарной службы, службы МЧС в профессиональный праздник. Да, разумеется, я с удовольствием поздравлю всех своих коллег. Я поздравляю с профессиональным праздником органов дознания каждого дознавателя МЧС нашей республики. Я желаю внутреннего спокойствия, семейного благополучия, успеха в работе, быть уверенным в завтрашнем дне и идти только вперед с гордо поднятой головой, только вперед. Также я хотела бы воспользоваться также случаем и обратиться к гражданам, чтобы наши граждане соблюдали требования пожарной безопасности. Ну, вообще не только пожарной безопасности, а в целом, чтобы люди были более ответственны, бдительны, потому что, как мы знаем, да, надо учиться на чужих ошибках, как мы знаем, пожары или вообще беспечность может привести к ужасным последствиям, это надо помнить всегда. В домах у всех должны быть автоматические дымовые пожарные извещатели, АДПИ, да, так называемые, огнетушители. Ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра, потому что, к сожалению, большинство детишек они погибают в пожарах, когда остаются дома одни без присмотра. Ну что ж, Надежда Ивановна, я думаю, многие сделают для себя сегодня необходимые выводы. Большое спасибо, что нашли для нас время и ответили на волнующие вопросы. Да, спасибо большое. Всего доброго вам. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.